может, давайте на бис? Злые другая, все, время есть. Которая зажгла нам легенда, ресторан легенда, он притягивает всех интеллектуалов, которые сегодня есть у нас в столице и которые знают об этом мероприятии. И, конечно же, как не мог прийти на этот огонек, этот огонь, это пламя, знаменитый уже наш, можно сказать, историк Аралтан Басхаев, человек, влюбленный в легенды. Билегард Халилзало, Халилзало. Мендут, дорогие наши земляки, соотечественники, друзья. Всегда радостное событие, когда вот открывается какое-то учреждение в городе, да? Здание, где можно собраться, отдохнуть с друзьями, хорошо провести время. И присоединяясь вот к конкурсу, который Арслан Бамбаевич тут неосторожно так открыл, конкурсу легенд, хотелось бы рассказать одну легенду. В древние времена, когда айраты господствовали на просторах Центральной Азии, когда могущественные государства айратов заставляли трепетать сердца и души всех врагов, боги выбрали этот народ как самый сильный в Великой Степи и разделили его. И действительно, если посмотреть на географическую карту, наши братья живут везде по границам Великой Степи. В Монголии хашуты и дербеты, таргуты. В Синьцзяне таргуты, дербеты. В Тибете хашуты, дзамсоки. На Алтае айроты. И в Афганистане хазарейцы. Ну и, конечно, в Калмыкии мы калмыки. И существует древняя легенда, что не зря боги разделили этот народ на вот такие группы. Потому что когда этот народ соединится вместе, вновь наступит то золотое время, о котором мечтали люди, золотой век. Ну а когда разрозненные группы айратов соединятся, конечно, это будет, наверное, за прекрасными столами, гостеприимными, как всегда положено у айратов, с широкой степной душой. Ну и, наверное, вот в преддверии такого объединения наша очаровательная хозяйка, да, организовала место, где, может быть, как раз и соберутся представители всех айратских племен. Спасибо. Я вам тоже сегодня в качестве арт-директора я сегодня подготовил небольшую уже легенду, так как этот марафон продолжается, я решил тоже влезть в программу и рассказать небольшую легенду. Наверное, кто-то уже слышал ее, а может быть кто-то не слышал. Я бы хотел рассказать легенду о происхождении такого инструмента, как мёринхур. Может быть, кто-то слышал или нет. В Монголии существует такая легенда, что создателем этого инструмента явился мальчик по имени Сухэ. Однажды злой хан убил его коня, и он очень грустил по нему, но однажды во сне этот конь явился к нему, и он подсказал ему, чтобы он сделал инструмент из его частей тела. И Сухэ сделал гриф от этого инструмента из кости лошади, своего коня. Струны он сделал из конского хвоста, а также вырезал голову в форме лошади. И звук этого инструмента, он, конечно же, я думаю, многим напоминает именно голос, именно коня этого мальчика Сухэ. И вот в подготовленной мной легенде я бы хотел объявить еще один номер в исполнении ансамбля Курдун Сарва. Это монгольская композиция под названием Юлин Вор. Пожалуйста, давайте встретим аплодисментами. Ребята очень готовились, на самом деле, им за это еще раз большое спасибо. Давайте послушаем эту замечательную композицию.
Hayadwa, Zaksin, bir Basin, bir Yunus Ahur, bir Nükta Kün. И в этот критический момент, кто, как не служители нашего храма знаний, могут сказать самые лучшие слова. Я, конечно же, имею в виду двух очаровательных представителей Национальной библиотеки имени Антона Мудреновича. Амур Санана, передаю микрофон товарищу. Дорогие друзья, дорогие хозяева, дорогой Илья, который вас сегодня восхитил своим танцем, своим подвижничеством, я думаю, с каким горячим танцем, с таким горячим, трепетным сердцем, это зрители будет просто жить, я считаю, и работать. Я хочу пожелать вам удачи, везения во всех делах, белой светлой дороги, и пусть вас посещают добрые и хорошие люди, и пусть всегда вы приносите людям радость. Удачи! Вперед, ура! На полном серьезе прошу минуту внимания. Сейчас будет очень необычное выступление. Необычное по двум пунктам. Во-первых, этого парня молодого сразу же полюбила вся Калмыкия. И во-вторых, не только Калмыкия, а весь монголоязычный мир полюбил. И во-вторых, он сейчас находится очень далеко, в Пекине, но он счел нужным быть сегодня тоже вместе с нами. И поэтому мы с большим удовольствием предоставляем парню с Иткиля слово Юкетнехен Шорван Феликс. Внимание на экран. Халимын тангч бол манай халимын хөлсийн нэг сургууль. Бид нь одоо халимын их сургуулийн оюутнууд Монголда Улаанбаатар гэдэг хотонд сургуульд байна гэдэг. Зуган баярын эндээ хүрэгжээ, зуган ярианы тандаг хэлж байна. Манай халимын их сургууль бол цуг амьдарч халимын манай тангч бол манай институт багш нар бол оюутнууд зуган эндээ тандаг хүргээд сайхан байж амгалан гэдэлж, зүүн дахь зугаан хийж, цаангаа цагаан хийж, авснаас нь ялтаа болж гişгтэй батруулж, сайхан Тэнгэрийн өчнөга хаалган сэтгэрүүга амгалан гэдэлж, сайхан явах үгээр энд солон бурхан амгалт хийсэх хүсэн хайрлаж ирсэн болтугай. Biraz sonra говорят, memleket güzelce, altın olarak kariyerinde, avayetler ilet, bazından amın elinin düşük olduğu yolculuk olduğu sebepten где duracağına, mana yolu başka к нашему золотому микрофону одного из самых авторитетных и уважаемых людей нашей столицы и нашей республики, который тоже счел нужным быть сегодня вместе с нами. Это Виктор Степанович Куйбин. Нара, пожалуйста. Под наши бурные аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья. Я, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим праздником. Во-вторых, хочу поздравить Верку Борисовну с таким замечательным праздником, как открытие национального кафе. Ну, здесь каждый дарит подарки. Художники дарят либо картины, либо драгоценные камни. Поэты дарят свои стихи. Певцы и певицы дарят свои песни. Ну, что нам остается делать в работе по гостинице, разве что предложить бесплатно пожить у нас? Тоже хорошо. Да, ну, я хочу открыть маленький секрет. Верка Борисовна является моей двоюродной сестрой. Я по этой причине здесь. Ну, долго не буду утомлять вас. Скажу несколько слов на русском. Я уже Гудил Гарчия, Сан Шинджил, Могадил Орджия, Сан Дем Шалкуга, Журтаса Дагана Бразилия, Темни Шалкуга, Темни Далажана Орджия, Один дают от принятия на это бахта даже волцай. Одного уникального
уникального калмыка. Вот посмотрите все на него, действительно уникум. Почему? Единственный у нас в республике человек, который носит гордое название Хой, фамилия его. И он добился, проявил невероятную стойкость, мужество гражданское, заставил государственную власть сделать шаг или много шагов назад и добился, чтобы его в паспорте было написано Санджи Хой. Вот как такого парня не дать слова, если к тому же он еще интеллектуал, если к тому же он единственный у нас в Калмыкии антрополог. Передаем, пожалуйста, вам золотой микрофон. Арслан Бабай сделал такую рекламу тем свойствам, которые я не афиширую вообще. Ну, и сегодня здесь, раз имеется здесь конкурс легенд, я расскажу легенду, потому что специальность моя антрополог, Юнусурлаче, она Тинзяняс, Мамласерсина, Авклинер, Учелку, Йорсатлина, Илмадукля, она Инди, Мамласерсина, Бясин, Анкункалус, Цукурсатлина, и ночь раз Йорсатлина. Но вообще это моя любимая сказка с детства, калмыцкая, про хана, который искал мудрую невесту, и наконец ее нашел. Все не буду рассказывать, она длинная, но самый интересный факт – это отбор невесты, то есть поиск женщины, которая будет рожать детей его сына. Хан объявил конкурс по ханству, долго искал и в итоге ничего не нашел. То есть там была какая-то невестка, он выдал ее замуж, но не подошла. Он отчаялся и в итоге бросил, плюнул на этот конкурс, сам пустился по улицам и в конце концов встретил группу девушек, которые под дождем несли мешки с языком сидели. Они бежали от дождя, укрывались, а сзади шла девушка с полным мешком языка и была ребенка. Она вся мокрая. Он говорил, почему так поступает? Она сказала, ну потому что подушки дуры. Они высыпали кизяк и остались в итоге без молока и без топлива. А я вымучила платье, но я высохла. А в итоге у меня будет молоко и топлива. Она как-то бает, не знаю, как сейчас сказать, да? Но я думаю, она вот из этих людей, которые и кизяк сохраняет, да, молоко. Вот, и я хотел бы, чтобы среди наших женщин было больше. Прямую это к моей специальности не относится, но я думаю, актуально. Не только для наших дней, вообще во всем мире. Вот, TV. İçki millet Eline xobni hazır, orada bir sen sakın kursana. Endi çok çakta olma bulup, onun foto bulup, onun mülkü bulup. Bu ayda bir sen sakın Udnas'ta mülkün cırgıl sekkana. Mini sekkası. Bu что на наших глазах родилась легенда большая. Это ресторан легенда. Давайте поприветствуем эту легенду. Oda mana görüşünü öğrencilden bildirdi. Bir seyahın aysızlık olsun, birlikte olsun.
Эднеге сүрін соңғысыла бе, отыран сану, эдік Kurdu Sarva ansambling köküncüsüler edin tengirasi ismi uzul jana tengirin köküncüsüler degat edinde edin madnege madlum soda bilgan